запада на восток, на 10 тысяч километров раскинулась наша страна Россия. В ней проживает более 150 национальностей. Всего нас 141 миллион 895 тысяч человек. Если все мы возьмемся за руки и встанем в хоровод, то сможем опоясать нашу страну 9 раз. Это будет самый большой национальный хоровод в мире. Bizning qunaqshil Tataristonimizga rahim etiniz. Если плыть от Казани по Волге вниз примерно 100 километров и разглядывать левый берег, то можно запросто увидеть их – развалины древнего города Булгар из белого камня. Здесь некогда была столица древнего государства Волжская Булгария, и жили, как принято считать, предки современных татар – булгары. Так получилось, что мы приехали сюда зимой и ничуть не разочаровались. На белом снежном холсте было легко представить образы древнего города. Здесь, вероятно, стояли дома, там мастерские или торговые палатки, но больше всего хотелось увидеть уникальный памятник древней булгарской культуры – каменный остов соборной мечети. Ее строительство было связано с важным событием в жизни Волжской Булгарии. В начале X века встал вопрос о принятии единой государственной религии, и уже в 922 году болгары приняли ислам. Именно Волжская Булгария в начале XIII века стала тем форпостом на левом берегу Волги, который затормозил продвижение монголов на Русь и вглубь Европы. В начале 15 века сюда пришел московский воевода Федор Пестрый и разгромил Булгарию. Болгары ушли в другое место, где позже основали Казанское ханство. Сегодня наследницей Казанского ханства является Татарстан. Этот город по праву называется третьей столицей нашей страны. Татар в России более 5,5 миллионов человек, и Казанью они гордятся. Живет в Казани удивительный человек, мастер, искусствовед и историк татарской моды. Она просит называть себя не иначе, как Суфия Ханум. Ханум – заимствованное еще в древности у персов уважительное обращение к замужней женщине. К Суфье мы заглянули не случайно, а потому что имели твердое намерение познакомиться с татарским национальным костюмом. Нашему удивлению не было предела. Оказывается, это понятие подразумевает огромное разнообразие платьев, сарафанов, рубашек, головных уборов и всевозможных аксессуаров. Женский головной убор называется колфак. Посмотрите, как он богато расшит. И я думаю, не только татарочка такой не против будет поносить, а любая девушка. И более подробно о татарском национальном костюме, и женском, и мужском, расскажет нам Суфия Ханум. Здравствуйте, Суфия. Здравствуйте. Рассказывайте. В общем, Леонид, знаете, здесь представлены в основном современные костюмы, но мы их делали, в общем-то, по подобию и по образу тех костюмов, которые еще у нас есть в музеях, ну, были в 20-м, 19-м, ну и дальше. В одежде преобладали восточные мотивы. Для татар высшего сословия ее шили преимущественно из бархата. Украшали вставками из драгоценных камней и серебра. К золоту татары относились с недоверием. Считалось, что шайтан, то есть дьявол, прячется именно в желтом металле. Если же требовалось придать каким-то элементам одежды солнечное сияние, то их покрывали позолотой, не более. Так было и с этим наплечным украшением. Вот эта вот деталь костюма, это называется хасите. Хасите вообще был очень богатым как бы элементом костюма. Он в основном, не только в основном, он изготавливался из серебра и с позолотой. И также там использовались драгоценные камни. А теперь внимание! Угадайте, на кого я похож? Нет, не на Якубовича. Это костюм зажиточного татарина. Меня вы во что одели? Мне интересно. Вас я одела тоже, можно сказать, классический татарский костюм. Во-первых, рубашка туникообразная. Она тоже зависела
от как бы сословия мужчины, могла быть вышитой, могла быть не вышитой. Мог воротник быть стоячий и, может быть, отложной воротник. А по костюму, вот по этому, который вы меня нарядили, и по тюбетейке, конечно же, можно сказать примерно, к какому сословию я принадлежу? Конечно, потому что, во-первых, вышивка очень дорогая, это ручная вышивка, и тюбетейка ручная у нас. Вот. Чем отличаются тюбетейки татарские от других тюбетеек? Потому что они у нас как бы простегнутые. Тюбетейка – мужской головной убор. Но сейчас на улице его редко увидишь. Шапочка давно уже перешла в разряд сувенирной продукции. Бархатную тюбетейку, богато расшитую бисером или канителью, найти в Казани совсем нетрудно. Своим брендом татары гордятся. Именитым гостям Татарстана часто дарят тюбетейки, выполненные в мастерской Суфии Ханум. Вот эта тюбетейка, например, когда Путин приезжал в Казань на Сабантуе, ему подарило наше правительство. Вот эта тюбетейка называется «Амир». Это значит «царь». А вот точно такая тюбетейка была подарена Маргарет Тэтчер. Она называется «Авангард». Еще одно увлечение Суфьи – коллекционирование старинных ювелирных украшений. Это у других девушек лучшие друзья бриллианты. Суфья Ханум ценит в изделиях татарских мастеров другое – отражение истории своего народа. Кто-то разводит кошек, кто-то разводит собак, да? Это тоже им нравится, они живут этим. А я вот этим, например, живу, вот этим увлечением. Знаете ли вы, что есть такая татарская обувь, получить которую не отказалась бы самая привередливая модница в мире? Сапожки эти называются ичиги. Делают их по уникальной технологии из узорной кожи. Известен такой случай. В 2007 году на Казанский кинофестиваль мусульманского кино «Минбар» приехала французская актриса Катрин Денев. Случайно увидев эти сапожки, звезда буквально влюбилась в них и увезла к себе, должно быть, в Париж. Кстати, ичиги давно известны европейцам. Еще в средние века они поражали Европу своей оригинальностью. Ичиги заслуженно стали еще одним татарским символом и неотъемлемой частью национального костюма. У меня в руках необычный сапог, ему больше 200 лет. Он принадлежал наверняка какой-нибудь очень красивой татарочке, которая была модницей. Технология изготовления этих сапог, которая называется ичиги, существует уже больше 1000 лет. Причем с тех пор она совершенно не изменилась. И их изготавливают здесь, на производстве у Ильдуса Абы. Здравствуйте, Ильдус. Здравствуйте. Все ли я правильно сказал? Вы все правильно сказали. У нас эта обувь до сих пор пользуется большим спросом. Сейчас мы узнаем подробности производственного процесса. Главное – придумать узор. Его рисуют на бумаге, подбирают цвета, продумывают детали. Кстати, помогает в этом Ильдусу его супруга Альфия, тоже художник по образованию. Но таким дилетантам, как я, можно побаловаться вот таким вот своеобразным пазлом. Здесь, допустим, будет травка зеленая, здесь небо красное, цветочки расти разные. И появляется вот такой вот узор от ведущего программы «Национальный хоровод». Может быть, какая-нибудь красавица и польстится на этот шедевр. Что ж, будем в это верить. А пока пойдем дальше. Кожу, которую использует в своих изделиях Ильдус, найти не так-то просто. Отправляясь за ней к поставщикам в Москву или даже за границу, мастер ищет яркие цвета и гладкую фактуру. Когда он рассказывает продавцам, что разрежет эту суперкачественную кожу на маленькие узорчатые отрезки, для того, чтобы сшить их опять, люди приходят в ужас. Ильдус Казимулович, хотелось бы попробовать что-нибудь вот сделать, внести свой вклад в это изделие. Пожалуйста, садитесь, попробуйте. То есть можно? Да. Итак, простите, разрешите, можно составить вам конкуренцию в вашем замечательном творческом деле. И, конечно же, под вашим руководством.
Вот. Сюда? Это обязательно сюда, да? Обязательно. Это чтобы ближе к сердцу. Чтобы все получалось очень душевное и сердечное. Я надеюсь, ничего не испорчу. Сшивать маленькие разноцветные кусочки кожи – это не только ювелирная, но и настоящая саперная работа. Одно неверное движение – и все пропало. Ой, иголку стоит сейчас. Ну, а вы командуете, то есть не надо нажимать или надо Нажимать нажимать? не надо, аккуратно только. Научиться работать с узорной мозаикой можно. Было бы у кого. Настоящих мастеров сегодня очень мало. А вот раньше, в конце 18 века, Казань считалась самым крупным центром производства обуви в России. В начале 19 века в городе было целых 34 кожевенных завода, которые обрабатывали более 135 тысяч шкур в год. Здесь же и появился этот шов, который я так тщательно выписываю. Он называется казанский. Раз, два, три. Теперь... Все будет хорошо, не дышите. После того, как все кусочки сошьют вместе, получившуюся заготовку расправляют. В таком состоянии она провисит больше недели. Затем ей придают нужную форму и приделывают подошву. После этого ичиги ставят на полку, и там они ждут своей встречи с красивыми женскими ножками. Вот этот вот стежок, вот большой красный, это стежок, который сделал я. То есть прикоснулся к искусству, к великому. Я надеюсь, что искусство это прикосновение переживет. Честно мне скажите, как? Нормально получилось. Переделать придется? Придется? Да, придется. Придется переделать. Если вам захотелось заиметь такую красоту, смело отправляйтесь в Казань. А пока вы собираете чемоданы, мы расскажем вам еще одну историю, которая тоже связана с обувью. Узнав, что в Казани только-только зарождается такое явление, как татарский степ, мы решили разузнать об этом подробнее. Оказалось, что татарский степ не просто зарождается, а уже совсем родился. Роды принимала Надежда Васильевна Будыленко, руководитель танцевального коллектива «Салават Купере», в переводе с татарского «Радуга». Этот номер вырос из старинной татарской обуви, одну пару которого я нашла в нашей костюмерной. Случайно совершенно осталась от какого-то старого спектакля нашего татарского театра, который существовал во Дворце культуры с 1946 года. И заинтересовалась. Она привлекла наше внимание тем, что она стучит. Мы попробовали сделать номер, который основан именно на характере этой обуви. История такова. Одна девушка где-то раздобыла калоши. Может, родители купили, а может, подарил кто. Не в этом суть. Сверкать обновкой она отправилась на поляну, где отдыхали деревенские парни. Но ребята калоши не оценили, сказав, что их традиционные деревянные юкке-башмаки намного лучше. Главное их достоинство в том, что они могут громко стучать. В споре побеждает, конечно же, дружба. Вот. Как-то так. Вот эта вот обувь называется юкке-башмак. Переводится как липовый башмак. И вы знаете, что в них стоять-то не очень удобно, а танцевать, так я вообще не знаю, как это все происходит. Отсюда у меня вопрос к вам, уважаемые молодые люди. У вас ноги не отваливаются вот в этом вот плясать? Да еще и не один раз. У нас, у девушек, конечно, не отваливаются, потому что мы в галошах. Посмотрите. Какие хитрые. Да, поэтому всю партию выполняют, в принципе, парни в нашем коллективе, в этом номере. Вот, и, наверное, надо
у них поинтересоваться, нормально все с ногами? Вроде как, да. Вроде как живы. Хорошо. А тогда к вам, вот к девчонкам вопрос. А косы у вас настоящие? Можно, кстати, потрогать? Конечно, настоящие. Конечно. Как так получилось, что вот здесь вот черный, а вот здесь вот коричневый? Ну, отрастают. Я знаю, что в Татарстане с экологией хорошо, так что... Да, очень хорошо. А у вас? Нет, тоже не совпадает. Жесткие косы. Просто это не мои косы сегодня. Да, серьезно? Да, мы перепутали. А вот эти мои. Ребята, танцующие в Салават Купере, настоящие профессионалы. Смело обновляя национальные традиции, они строят далеко идущие планы. Пожелаем ребятам добиться своих целей, а помогут им в этом традиционное татарское трудолюбие и упорство. Если ехать от Казани на северо-восток ровно 100 километров, вы непременно попадете в село Балтаси. Здесь живут две удивительные женщины, а может и больше, но речь пойдет только о двух. Говорят, что они умеют готовить самый вкусный чак-чак. Когда кто-то едет в Казань, ему обязательно дают наказ: привези чак-чак, это самое знаменитое лакомство. Внимание, теперь чак-чак вы можете приготовить у себя дома. Все секреты раскрывают хозяйки Гульфания и Зухра. Итак, для того, чтобы приготовить у себя на кухне еще один татарский символ – чак-чак, нам понадобится мука, яйца, подсолнечное масло, сахар, соль и, конечно же, мед. Сначала берем яйцо. Вот когда печем на 4 яйца, берется 2 яйца берется целое, а 2 яйца берется только желтуха. Приготовимся. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сейчас чак-чак можно купить практически в любом магазине Татарстана. Блюдо стало повседневным, а раньше его готовили только по особым случаям. Народный праздник, свадьба или сватовство. Вот рассказываю я это все и чуть не пропустил важный момент. Добавляем муку. Сколько всего вы приготовили чак-чак? Вот за все это время можно как-нибудь сказать? Ой, много. Тоннами, наверное, уже. Кстати, на праздновании тысячелетия Казани был испечен чак-чак-гигант весом 1000 килограммов. И это достижение вошло в книгу рекордов Гиннесса. Обратите внимание, раскатанное тесто Гульфания переносит на полотенце. Здесь наша заготовка должна подсохнуть. Время зря не тратим. Готовим сироп. Все очень просто. 3 столовые ложки воды, 3 столовые ложки сахара. И, наконец, заключительный аккорд. Добавляем мед. Сколько в тесто положили яиц, столько кладем ложек медвежьей радости. Тщательно размешиваем и ставим полученную массу на медленный огонь. Через 10 минут интенсивного помешивания сироп будет готов. Он должен быть тягучим, примерно вот таким. Вспоминаем про наше тесто. Оно уже подсохло, и теперь его можно порезать на мелкие полоски. Делается это очень просто. Вот видите? Раз – и готово. А теперь для этих полосочек наступает трудный момент. Кидаем их в кипящее масло. Ненадолго. Как только они набухнут и станут золотыми, вынимаем. Огонь, шипящее масло. Самый интересный момент приготовления чак-чака. Главное не обжечься. Тщательно перемешав кусочки теста с сиропом, дайте волю фантазии. Из полученной массы можно лепить все, что угодно. Древний замок, тюбетейку или собственную статую. Отведав этих восточных сладостей, словно попадаешь в восточную сказку, где красота и добро торжествуют, а верность и любовь обязательно вознаграждаются.
Есть в татарском языке слово «алга», означает «вперед», а слово «назад» у татар не существует. Как же они живут без этого слова? Все очень просто. Если надо, они разворачиваются и опять «алга». Вот и мы сейчас по доброй местной традиции прощаемся с гостеприимным Татарстаном и скажем «алга» вперед навстречу новым людям и их историям.